Селям алейкум, сайгалы телесерджилер. Как замечательно, что мы сегодня снова вместе с вами собрались на традиционной кухне Софрага Буюренес. В России сегодняшнее блюдо до сих пор считается экзотическим, хотя в некоторых восточных странах, таких как Турция, Ливан и Израиль, это самая распространенная закуска. А также она обрела популярность у вегетарианцев, поскольку является очень питательной и содержит большое количество глютена. А какое именно блюдо мы сегодня будем готовить, расскажет наш сегодняшний гость. Ответственный предприниматель, успешный ресторатор Евгений Архаров. Всегда добиваться успеха ценой собственных усилий – это жизненный девиз героя сегодняшнего выпуска Евгения Архарова. Успешный предприниматель, ресторатор, основатель Крымской школы барменов считает, что нельзя останавливаться на достигнутом и нужно всегда держать руку на пульсе. Его успех во многом определяется выбором правильной стратегии развития бизнеса. В 2014 году он кардинально изменил восприятие собственной деятельности, окончательно решив создать свой собственный проект, который на сегодняшний день не оставляет равнодушным ни одного посетителя. Его рестораны наполнены теплотой и дружеской атмосферой. А сегодня Евгений Архаров поделится рецептом изумительной холодной закуски из нута, о котором вы скоро узнаете на кухне Софрага Буюренес. Евгений, здравствуйте. Добрый день. Рада видеть вас у нас в гостях. Очень тоже рад присутствовать на данной кухне. Ну, я намеренно не называла блюдо, название его, поэтому хочу, чтобы это сделали вы. Расскажите, что это сегодня будет. Название этого блюда является именно хумус. Очень вкусное блюдо с характером, с историей, с национальным колоритом каждой страны. И мы сегодня подготовили специи, привезли из Турции, из Стамбула вам. Это местного производства зира и основа ливанской кухни кедровый орех. Ингредиентов я вижу много. Прежде чем мы их с вами перечислим, мне хочется узнать, почему именно это блюдо. Вот почему вы выбрали именно хумус? Смотрите, во-первых, в этом году 70 лет государству Израиля. Вот, поэтому нас все-таки в этом формате сюда пригласили, потому что мы, наверное, единственные в Крыму, кто готовит правильно кошерную кухню, который к этому относится серьезно. Во-вторых, это базовая вещь, которая недорогая, которую каждый может сам готовить дома, и на основе которой строится именно национальная качественная кухня. Давайте перечислим, какие у нас есть ингредиенты. Расскажите, потому что Смотрите, это очень важно. по гороху. Да. Есть наш горох, который мы купили на рынке в Симферополе, сами приготовили, сами все с ним сделали. Для того, чтобы приготовить этот горох, нужно потратить как минимум 12 часов. Первая часть этого времени мы замачиваем горох. Мы берем килограмм гороха, заливаем его только очищенной водой, которая идет у нас с кулера, и добавляем туда чайную ложку соды. Так делала моя бабушка, так она передала этот рецепт мне. И после этого он настаивается, набухает. После этого мы его отвариваем. Сколько он настаивается? Он настаивается минимум 12 часов. После этого мы его отвариваем в течение 2 часов. По-особенному специально моем, чистим, чтобы удалить верхнюю пленку. Мы видим, что на нашем горохе этой верхней пленки нет. Вот. Да, это правда. И после этого у нас уже готовый продукт, мы его можем добавлять как в баранину, как в супы. Также готовить на его основе хумус. Так, с горохом разобрались. Кунжутная паста, которая идет во многие блюда вообще восточных блюд, как арабской, так турецкой атаманской кухни, так и кухни государства и народа Израиля. Мы будем использовать турецкую пасту, у нее своеобразный вкус. Мне она больше нравится. К сожалению, израильскую мы не можем получать за нужные нам деньги, поэтому мы работаем на турецком продукте, который, я считаю, считается сейчас одним из лучших в нашем регионе. Окей, далее. Далее мы будем использовать бульон. Это тот бульон, на котором мы варили нут. Обязательно это острый соус, обязательно 2 вида паприки. Я буду использовать зиру или кумин. Это очень такой мне близкий ингредиент, мне очень нравится. Знаем, используем. Вот. Это будет кунжут, и это будет интересная специя турецкая, да, которая готовится на основе орегано, только это верхние шишки, собранные с орегано, вручным трудом. Это особенная орегано, которая растет на юге Турции. Вот. Это редкая приправа, мы ее со Стамбула привезли, очень классная. Дальше нам потребуется для разных подач хумуса, мы привезли сразу готовый песто. И, конечно, ливанское сокровище, это так называемый кедровый орех, который будет добавляться в наш хумус, вам понравится. И лимон. Но я, дабы сделать немного вкус наш разнообразней, привез с собой еще один лайм.
который мы добавим, который придаст такой интересный мотив. Столько нюансов, действительно, столько ингредиентов редких, которые используются не так часто. Специи нам придется немного обновить. И сделаем мы это в 2 этапа. Первый – это мы разогреем сковородку и немного обжарим на ней специи. Когда вы готовите специи, всегда их подогревайте. Это очень важная, основополагающая вещь. Что это дает? Это дает, специи открывают свой аромат, специи открывают свой вкус, специи делают блюдо ярче. Так, ждем, пока нагреется. Или уже можно? Можно сыпать, он будет подогреваться. Вы услышите, когда надо ее будет снимать аромат. Давайте. Хорошо. Вот, Все как скажете. Того. Евгений, ну так много вы рассказываете интересного. Готовите часто вообще? Дома, вот честно, не часто в последнее время готовлю. Готовлю в основном на работе и в основном с ребятами над процессом уже. И когда вы, получается, выбираться в путешествиях в основном ем. Там готовить не разрешают. Для меня кухня – это важная очень вещь, потому что я понимаю нашу миссию, особенно в Крыму сейчас, всех молодых рестораторов, которые этим занимаются. Это именно не только повышение качества сервиса, а это создание крымской кухни и крымского продукта базового, который будет в будущем, я думаю, формировать это все. От этого очень много зависит. Это и национальные моменты все, это и создание потребительского спроса на некоторые продукты, которые у нас вообще нет. Например, нут, он у нас, да, с каждым годом все больше и больше становится популярен. Да. Вот таких продуктов много. Дома готовлю не часто. Недавно купил себе кухню очень дорогую, но не пользуюсь ей пока. Вот думаю, зря сделал. Нет, ждет, наверное, своего часа, Да, послушать. когда дочка подрастет. У нее вчера был день рождения, поэтому привет. Ой, наши поздравления. Да. Пусть с прошедшим, но тем не менее. Да, всех, согласен. всего наилучшего и всех благ. Я в начале передачи упомянула о том, что вы ресторатор, поэтому хотелось бы с вами познакомиться поближе и узнать, почему именно этим видом деятельности вы занялись. Почему именно этим бизнесом? Да в 14 лет я первый раз в бар попал. Вот, в ресторан, кстати. Так. Можно поправиться. И? Попал я на мойку, перешел сразу в зал, работал официантом, потом ушел на бармена. Долгое время, я больше 6-7 лет занимался барным бизнесом в Крыму. Я был барменом, мы участвовали в конкурсах. Мы первые основатели Крымской школы барменов, у нас своя школа барменов. Вот. Побеждали в некоторых конкурсах на чемпионате Украины. Вот. Тогда я начал тоже путешествовать и очень много пробовать. И я понял, что кухня для меня это очень важно. И даже когда мы открывали бар, мы больше воплощали свои барные амбиции. Вот именно что касается коктейля, что касается вкуса. И Крым сейчас один из флагманов коктейльной индустрии в России. Вот. Я понял в моменты путешествий, в моменты работы бара, что кухня для меня тоже это очень важно. Смотрите, кунжут всегда снимайте на 2 минуты раньше и остужайте, так как наша сковородка еще держит температуру, и она будет дожаривать этот кунжут. Поэтому в моем случае его надо или скинуть, да, или просто снять раньше. Ну, мне кажется, что мой кунжут того качества, как я считаю, нужно. Вот, поэтому все. Дальше. Все высыпали. Что-то еще мы будем подогревать? Конечно. Или... Нам нужно подготовить кедровые орехи. Вы можете мне помочь сейчас? Да. Давайте вы разрежете лимон пополам. Вот так. Ага. Как Для обычно. того, чтобы лимон отдал нам больше аромата и вкуса, и сока, вам нужно его изначально размять. То же самое касается и лайма. Слушайте, вот так неожиданность, однако. Вы Евгений. его разминаете, вот, вы его размяли. Так, размяли, После что этого теперь? внутренняя структура вся лимона у вас разорвалась, просто режьте его пополам. У нас уже лимон практически готов для отдавливания фреш. После этого я его загружаю в инструмент под названием сквизер, просто через ситочко отдавливаю и все. Но они идеально, мы их тоже снимаем. Почему? Потому что они у нас дойдут непосредственно на сковородку. Запах, кстати, вот, и такой, что аппетит уже вот-вот разыграется. Вернемся к вашей деятельности. Мне известно, что переломным моментом стал 2014 год. Ну, я решил, что это как бы какой-то знак все-таки, да, и то, что это... Ну, другого повода у меня, собственно, предпринимательскую деятельность еще начать не было. И я не говорю, что не будет, но я думал, что вот это вот лучшее время для того, чтобы это делать. Ввиду того, что рынки перестраивались, мы примерно понимали, что и как нужно делать, никого не было понимания, очень много людей вообще боялось что-то делать. А мне терять было нечего. Вот, мы решили, открыли наш первый бар. На тот момент уже существовала кейтеринговая наша служба, вот, но она просто остановилась. На 2014 года мы очень мало зарабатывали денег. А уже 15 год, 16 год мы набрали оборотов и даже еще лучше стало. Специя наша остыла, нам надо ее превратить. Многие предприятия пользуются... Давайте вот я вам покажу, как делать. А давайте. Ничего не нужно сильно. Нужно Вы много просто... усилий прикладывать? Или... Нет, Ну, не давайте я надо буду бить. пробовать. Да, вы просто растираете специю. Мы засыпаем горох в блендер.
И вот для чего нам нужен был наш бульон. Для Так. того, чтобы выдержать правильную текстуру. Ну что, Евгений, до нужной консистенции у нас дошел наш нут. Хумус, да. Хумус, да, дошел он. Теперь мы будем добавлять основные ингредиенты. Мы будем использовать 3 зубка чеснока. Дальше мы будем пробовать. Вообще тест и проба являются основным этапом развития любой кухни. Добавляем в наш блендер, в наш хумус. Дальше мы добавляем половину всего оливкового масла, что у нас есть. Это экстравержен, очень хорошее зеленое масло. Оно как раз идеально подойдет для того, чтобы готовить закуски. И добавляем половину всего лимонного сока, который у нас есть. Обязательно. Так. Слушай, Лимонный это сок – интересно. это основа всей кухни этого региона. Дальше продолжаем все-таки перемалывать для того, чтобы создать однородную консистенцию. Если мы готовим у нас, то, скорее всего, лайма должно быть меньше, наши люди не привыкли к кислой еде. Это говорит о том, что у нас просто не растут лимоны, а они стоят очень много денег. Значит, если мы готовим в Турции и в арабских странах, там лимона очень много. А вот теперь попробуйте аромат. Да. Чувствуете разницу, Чувствую, да? У лимона нет чувствую. такого аромата. Это пряный лаймовый аромат. Мы делаем клинья. Для чего? Для того, Но что... он даст кислинку еще дополнительную? Конечно. Да, во-первых, в нем чуть меньше кислоты. Именно для этого. Делим мы его на 8 частей. 2 из этих частей нам пойдут на украшение потом. Мы их используем и для... Ну, давайте 3. Вот. А это мы сейчас обратно отправим вот таким вот обычным методом. Конечно, лучше всего работать на фреше, потому что сейчас попадут косточки. Но у лайма не так много, как у лимона. И вот мы добавляем, да. После того, как мы разберемся с кислым вкусом, только тогда мы начнем добавлять остроту. Это очень важно, потому что если изначально будет острота, наши рецепторы будут по-другому реагировать, и мы не сможем не попасть в тот тон кислого, который нам нужен. Но это все с опытом вырабатывается. Домохозяйки, конечно, это все прекрасно знают. Евгений, ну вот по-вашему, по каким критериям оцениваются рестораны у нас в Крыму? Первый критерий вообще сейчас в Крыму, которым оценивают хорику, это стоимость. Поэтому все зависит от того, что вы строите. Вот. И какая политика вашего заведения. Ну вот касаемо кухни, например. А какая кухня сейчас наиболее востребована? Сейчас во всем мире и во всем постсоветском пространстве командует балом итальянская кухня. Все-таки Конечно, Италия. да. Итальянцы базово очень грамотные люди в этом плане, в плане кухни. Конечно, итальянская кухня и Япония. Очень большой сейчас сегмент рынка начинает занимать национальная кухня. Вот, например, крымско-татарская кухня. Вот, очень много начинает на рынке занимать узбекская кухня. Почему? Потому что это большие сетевые проекты с континента. Такие большие проекты, я не называю специально ни один проект, на континенте их очень много, которые готовят именно узбекскую кухню. Ну, начинают рынок потихонечку между собой делить. Но основа всего это вкусно, это качественно, и это попадание с точки зрения цена-качество. Не могу с вами не согласиться. Жень, дальше что мы можем с вами сделать? Теперь настало время добавить остатки нашего лимонного сока. Лайм уже добавлен. И, конечно же, тахин, тхина и другие названия этой замечательной пасты. 2,5 столовых ложечки. Теперь наша основная задача – это добавить туда остроту. Мы будем ее добавлять с помощью соуса острого. Кто-то может воспользоваться красным перцем. Вот. А это у нас паприка, она пойдет на украшение. Доверим вам разогреть наш лаваш. Вообще подается с лавашом, с питой, с различными видами хлеба, как закуска. Вот. Вам нужно взять противень, застелить его фольгой, или в данном случае ваш противень чистый, просто положить на него лаваш, разрезанный пополам, вот, и просто разогревать. Касаемо работы, многие предприниматели перенимают что-то с Запада. Что касается западных всех направлений, это очень круто, да, это стоит делать, путешествовать надо, перенимать надо, только вот открытость миру и открытость знания может принести хороший дать результат. Как должен выглядеть лаваш? Я так понимаю, небольшими какими-то кусочками, да? Да. Смотрите, мы возьмем одну часть лаваша нашего, разогреем, а одну часть оставим
свежем варианте. Давайте греем лаваш. Так, греем, подождите, сколько и при какой температуре? Смотрите, 180 градусов, я думаю, 5-10 минут для того, чтобы он немного обрел форму. Вот. 5-10 минут, 180 градусов. Готово. 180 градусов – оптимальная температура для готовки. Почему? Вы никогда не сожгете на этой температуре. Все, что выше, требует постоянного внимания. Это моя практика и мое мнение. Я ни в коем случае его не навязываю. Большие повара могут со мной не согласиться. Мы отправляем В духовку. Так, 200 много, 180 будет достаточно. И выставляем время. Давайте 15, мы будем проверять каждые 5 минут и смотреть, что у нас в результате получилось. Ждем. Евгений, я знаю, что вы в своем заведении периодически проводите юмористическое шоу, стендап. Совместный проект с отличным крымским ведущим Афанасьевым Владимиром, вот, с которым мы когда-то 3 года назад встретились. Он предложил эту замечательную неделю, а мы предложили площадку. И зашло, и наши крымские шутники очень такие веселые, дают разные качества, конечно, шутки. И вот буквально неделю назад у нас гость с Лондона был, шутил, очень интересно, очень так экстравагантно. Вот. Ну, гостям понравилось, гости любят такую историю, поэтому стендап очень интересный проект, советую вам тоже периодически. Да, я бы обязательно сходила. Вы в 2018 году, вот в феврале, да, буквально недавно, были в Москве на мероприятии, которое называется «Бизнес-молодость». Что это такое? Вообще с бизнес-молодостью я связан с 2014 года. Что это проект такое для молодых людей, в первую очередь связанный с предпринимательством. Первые шаги в бизнесе, я очень люблю этот проект. Я каждый год его прохожу. Всем, кто интересно, могут его найти в интернете. Это очень круто, это очень весело. Это возможность сделать те шаги в предпринимательстве, которые до этого ты бы сам никогда не сделал. Но кроме этого, вы еще являетесь основателем школы барменов. Да, школа барменов. Вот об этом тоже хочется узнать. Ну, это наш проект. Мы очень нуждаемся в большом количестве квалифицированных сотрудников, поэтому мы открыли проект. Это нам интересно еще давно. Вот, мы начали обучать барменов, вот, и обучаем их в Симферополе на базе нашего альма-матер, где я учился когда-то. И там мы готовим совместно с техникумом, делаем очень интересный проект по образованию барменов и их подготовке к дальнейшей вот, деятельности. Это в Крыму очень интересный проект. Пользуется популярностью, да, то есть как много учеников? Сейчас в последней группе 16 учеников. Ну, довольно прилично. Я считаю, что с этого и должна начинаться реформа именно нашего крымского хорика сегмента «Хотель, кафе и ресторан бизнес». Почему? Потому что именно с низов, именно с понимания, что такое качественная работа, что такое сервис, это то, что делаем мы сейчас, когда у нас будут продавать хумус, фалафель на каждом углу, когда у нас будут готовить пахлаву в каждом доме, базово очень вкусную, качественную, когда Рахат Лукум будет производить не 1-2 производителя в Симферополе, а десятки производителей по всему Крыму, когда бармены будут обучаться не только в Симферополе, как сейчас, но они уже обучаются, очень хорошая школа действует в Ялте, Ростислава Богословского, вот. Также они будут обучаться и в Севастополе, и везде, и вот тогда начнет вот это вот чуть-чуть подниматься, потому что просто инвестициями и стройкой больших отелей ничего не получится, потому что мы видим уже на больших примерах, когда большие отели с большими инвестициями открываются, а результата нет. Итак, что мы... Смотрите, мы будем подавать 3 варианта подачи у нас. Классическая подача, которую вы получите в кафе Стамбула, Ливана, Иерусалима, Тель-Авива. Не классическая подача, которая будет интересна нашим рестораторам. И третий – это походный вариант. Например, за границей очень часто можно встретить, как в магазинах, покупают хумус с собой в дорогу там, или на пикник куда-то. Поэтому мы подготовим походный вариант, такой, который можно хранить. Так, это какая первая у нас будет? Мы готовим турецкую подачу. Сейчас, турецкую. У нас хумус наш готов. Аромат у него то, что нам нужно. Центр тарелки. Выкладываем наш хумус. Чем он жиже, тем нежнее. Видите, он даже сохраняет моменты, как мы уложим. Чем он жестче, тем он будет дольше у вас храниться. Вот. Ну, я советую хумус не хранить, а есть его сразу, готовый, конечно, это очень вкусно. Ценные, между прочим, указания от Евгения. Ешь хумус, мотай на ус. Дальше готовим ложкой по центру, разносим. Все, готово. Убрали. Дальше просто формируем. Вы просто проливаете обязательно оливковым маслом. Это закуска, которая естся первой до горячего блюда. Ну вот я налил оливковое масло в наш хумус. Вот. Так как мы сказали, что это турецкая будет подача, вот, мы используем
специи Стамбула. вот ту самую. Да, что это такое? Это, да, орегано, верхние самые плотные шишки до цветения. Мы их просто возьмем в руку, разомнем. Они издадут неповторимый лимонно-пряный аромат. Вот. Аромат. Дальше мы добавим писту. Просто берем и точечно его прокапываем. Пряная паприка копченая. Мы ее просто берем и просыпаем полоской. Вот, все, вот наша турецкая подача готова. Турецкую подачу зирули. Она у нас будет базовая во всех. Дальше мы начинаем готовить ливанскую подачу. Все так же по центру тарелки Так. выкладываем большое количество нашей закуски. Обязательно оливковое масло. Не жалеем оливкового масла. Кедр – это ливанский такой орех. Ну, он и у нас очень популярный. Но это гордость этих стран. Вот, поэтому мы добавляем его много. И он нам будет попадаться и хрустеть. Нут, который у нас остался, да, тоже его... Давайте вот, два Давайте, штуки. куда? Одну в центр, одну сюда. Одну в центр. Эстетика, и это одну очень интересно. сюда. Да. Ну и, конечно же, мы добавим немножечко тоже паприки. Только в данном случае была полоска. А Вот. здесь будет что? А здесь мы полностью посыпем. Буйство красок. Да, это, кстати, Восток, Турция, вообще все страны, это буйство огромное. Краска. Здесь все, да? Да. Ну и теперь о подаче с собой. Такую вот. Да, это когда говорят, заверните мне с собой, пожалуйста. Да, подачу с собой, подачу на пикник. Очень хорошо заходит со свежими овощами летом. Это для вегетарианцев и тех, кто чтит диету, не употребляет много мучных изделий. Вот, хотя хумус сам по себе калорийный. Вот, орехов. Немного зиры. Это моя одна из самых любимых специй. Немножечко лайма, так, песто. И добавим немного паприки. Дальше мы можем это закрыть и везти с собой. Да. Вынуть и на природе очень вкусно подавать. Класс. И очень важная подача при хумусе – это хлеб. На Востоке используют несколько видов хлеба. Это пита, это булки, это лаваш. Друзья, у нас 3 замечательные подачи, одна лучше другой. Да, Евгений, посмотрите, какие прекрасные получились. мне нравится благодаря очень. вам. Да. Но у нас же еще лаваш Да, остался. доставайте лаваш, мы его подготовим. Самое главное, что мы с ним сделали, мы его подсушили. Я люблю, когда много разных сортов хлеба. Например, очень часто арабские и израильские матери берут лаваш, ложат туда свежие овощи, поливают это хумусом, который был приготовлен с вечера, и отдают ребенку в школу. Это такой ланч. Евгений, ну вот у нас получилась на самом деле красота, и уже не терпится попробовать. Только вы научите как? Все очень просто. Давайте начнем с турецкого варианта. Вы просто берете. Вот так, да? Да. Как ложечкой, да? Вот Да. так зачерпнуть нужно. Угу. Искра, буря, безумие. Да, Вкусно. Ну, это вкус Востока. Вкусно, на самом деле, Да, невероятно. народное. Ничего подобного я лично в своей жизни не пробовала. Я думаю, что многие телезрители тоже. Друзья, очень вкусно, невероятно. Я вам всем рекомендую обязательно это блюдо приготовить дома. Не так и сложно, как оказалось, да? Да, к празднику. 70 Праздник, лет почему будет бы? государство Да, Израиль. почему бы и Да, нет, в конце концов. Пожалуйста, в честь праздника можно. Не приготовить Да. мне хумус. Уважаемые телезрители, удивите друзей и близких вот таким вот интересным блюдом под названием хумус. Можете быть уверены, оно останется в вашем сердце и на вашем столе надолго. Евгений, хотели бы вы что-нибудь пожелать нашим телезрителям? Да, конечно, мирного неба над головой, теплого лета, чтобы не замерзли наши овощи и фрукты, чтобы нам было с чего готовить, и чтобы в Крыму всегда был праздник, веселье, курортный регион, мы его очень любим. Всех приглашаем в гости, кто нас смотрит. И, конечно же, всем здоровья. Это вот очень важно. Вот. Очень, и очень вкусной важно. еды. Вкусной еды, потому что без нее никак. Да, Где вкусная и да, полезная еда, формирует там здоровье. настроение. Да, с вами. Кстати, для здоровья очень полезная штука. Да? Да, приятного аппетита. Жень, рада знакомству с вами. Спасибо за такое приятное общение, спасибо за вот такой вот интересный рецепт. Действительно, очень вкусно, необычно. Мне лично очень понравилось. Спасибо, что вы были сегодня с нами. Спасибо огромное вам, очень мне понравилось у вас. Приходите еще, а мы придем к вам. Обязательно, да. А вам, дорогие телезрители, желаю самого ясного дня, приятных встреч, радости и улыбок. Аштаклы олсун!